мысу радости, к скалам печали, к островам ли сиреневых птиц. Все равно, где бы мы не причалили, не поднять нам с тобой ресниц. Почти 30 лет его имя и его творчество были забытыми, но в последние годы все изменилось. Его произведения с удовольствием приобретают коллекционеры США, Германии, Словении, Италии. Его имя опять на слуху в родной Беларуси. Почему через десятки лет опять проявился интерес к его творчеству, к его судьбе, к его жизни? Да потому что он талант, и потому что все, что сделано им, это настоящее. А настоящее, оно и есть настоящее. Оно всегда будет интересным и, если хотите, модным. Добрый, добродушный, скромный человек. Он не испытал триумфа, славы. Он не был награжден и отмечен высокими званиями и наградами. Но он был и остается лучшим среди лучших художников, графиков в Беларуси. Он, Ибрагим Гимбицкий. Ибрагиме Гимбицком как-то говорить сейчас очень непросто. Много лет прошло. И потом этот человек был скромный, ну, можно сказать, даже незаметный. В том плане, что он никогда не участвовал в каких-то творческих тусовках. Как-то в то время было принято на этюды выезжать, на съездах какие-то общения. Гимбицкий никогда в этом не участвовал. И вот сейчас, вот по прошествии многих лет, узнаешь, это же человек, легенда, можно сказать. Если бы его так раскрутить, вот как сейчас умеют раскручивать, из ничего делать вообще гениев, то если его просто, хотя бы биографию его прочитать, человек в 20-е годы уже вращался в кругу таких известных, можно сказать, всемирно известных художников, как Фаворский Владимир, как Кравченко, как Пиков, Гончаров Андрей. Это же корифеи графического искусства. И он учился у них, ни в музее это сейчас не увидишь. Это мы еще так немножко как-то связываем эту личность с его, можно сказать, скромным творчеством. А скромное творчество не потому, что он был художник такого мелкого масштаба вообще. Это художник, действительно, вот, когда сейчас смотришь
невероятное дарование. Можно сказать, так, если, допустим, родоначальник гравюры Скорина, то этот промежуток в 400 лет не был никем восполнен. И он возродил искусство гравюры на дереве. Это художник с большим диапазоном. И вот его интересны даже работы не только в области графики, не только вот в области деревянной гравюры, но у него замечательные акварели, у него замечательные рисунки. И интересны эти рисунки и акварели тем, что они настолько вообще как-то искренне и правдиво изображают тот мир, в котором он жил. Рассматривая работы, смотришь, боже мой, оживают те картины далекого детства, и довоенные, и времен Отечественной войны, и послевоенной. И у него эти вот социальные темы, причем гражданские темы, это очень вообще характерно для художников нашего поколения, что вот именно гражданская позиция в основе всего творчества. И он умудрялся это делать очень как-то искренне, очень тепло и очень правдиво. И мне кажется, это заслуживает настоящего уважения. В 1938 году Ибрагим Гимбицкий заканчивает знаменитый московский Вхутемас. Тогда он уже назывался Вхутеин, а было ему 38 лет. И когда обсуждали дипломные работы, то его дипломная работа, а это 4 ксилографии, иллюстрации к повести Якуба Колоса Дрыгва, получила очень высокую оценку. И известный советский художник-плакатист Дмитрий Маор сказал о Гимбицком так: «Ибрагим Гимбицкий – чрезвычайно интересный художник, который со временем разовьется в серьезную величину». И он был прав. Две гравюры из серии Дрыгва в этом же 1938 году были куплены музеем имени Пушкина в Москве. Преподавателями в институте у Гимбицкого были великие мастера и великие педагоги. Это Фаворский, Истомин, Гончаров. А выпуск 1938 года, довоенный выпуск, был очень сильным, пожалуй, самым сильным выпуском института. Это и Никита Фаворский, и Иван Безин, и Лидия Рафина, и Сергей Урусевский, впоследствии один из самых талантливых советских кинооператоров. Среди них и наш Ибрагим Гимбицкий, наш земляк. Но это все будет потом, а в 1921 году он, художник-самоучка, принимает участие в первой художественной выставке после революции 1917 года в Минске. Его работы произвели приятное впечатление и на организаторов выставки, и на посетителей. В 1921 году он едет поступать в Вхутемас, но не поступает, потому что у него не было среднего образования, его принимают на рабфак при Вхутемасе. Он учится там 2 года и возвращается в Минск в связи с тяжелым материальным положением семьи. Его отец тогда тяжело заболел. В 1925 году он принимает участие в первой всебелорусской художественной выставке, и его живописные работы «Сенокос», «Этюд с лошадьми» на кирпичном заводе находятся в экспозиции рядом с такими произведениями таких известных художников, как Грубе, как Пен, Остапович и Филиппович. В 1930 году он поступает все-таки во Вхутеин, заканчивает его в 1938, возвращается в Минск и по направлению работает заведующим художественного отдела в Государственном издательстве БССР. Но
времени для творчества не хватает. Работа поглощает все время, и он уходит со службы в 1939 году и идет на вольные хлеба. Імя Гімбіцкага вядома на Беларусі і ў нашых выданнях мала. На жаль, такого цудоўнага і непаўторнага, я б сказала, лепшага мастака у тэхніцы дрэварыту у нас няма. У той манеры, якой ён это ўсё выконваў, з якім натхненнем рабіў свае творы. Яны непаўторныя ў тым сэнсе яго творы, што это не сухая графіка, разумееце? А таму што дрэварыт это вельмі складаная тэхніка, старажытная, паходзіць яшчэ 6 стагоддзя з Кітая. А у нас яна была толькі вядома 16 стагоддзя, калі Францыск Скарына там у кніг увёў трошкі. А ўжо ад наўляцца яна пачала менавіта з пачатку 20 стагоддзя, калі пачалі працаваць Мінін і Гімбіцкі. Это два самых лепшых былі на той час мастакі, якія працавалі ў гэтай тэхніцы. Але Гімбіцкі перазыходзіў Мініну сюжэтна-тэматычнай карцінай сваёй. Ён менавіта упэўнена рабіў карціну шматфігурную, композиційно добре розставлена, причому на високому вельмі узроўні адчувалася школа. Школа, і відаць ва ўсіх яго творах. На любой выставе, калі выстаўляюцца графікі, відаць Гімбіцкі. Ён уражвае. У яго серыі ёсць белапольскіх акупантаў, вайна адлюстраваная. Ён паказаў барацьбу сялян, ён добра ведаў гэту тэму, ведаў быт сялян і іх жыццё. І ён настолькі паказаў проста сюжэтна-тэматычную карціну ў невялічкім дрыварыце. Разумееце, в чым справа? І тут чорна-белы, і пейзажы ў яго цудоўныя, і на фоне пейзажаў партызаны, іх жывыя твары, яны выразныя. Каб это можна было расказаць, што это разьба па дрэве пукатая, што гэта не карціна, намаляваная алеем. І не зразумееш, хто не ведае, што это вот такая тэхніка. Тое, што зробленае, як і у літаратуры, так і карціны, застаецца на стагоддзе. В 1939 году по соглашению с Управлением культуры БССР он начинает работать над серией ксилографий «Разгром белопольских оккупантов». Это очень сильная работа. Она демонстрировалась во время декады белорусского искусства в Москве в 1940 году, и за нее он был награжден грамотой Верховного Совета БССР.
В начале войны он не успел эвакуироваться с семьей из Минска, остался в оккупированном городе и тогда не предполагал, как этот факт потом отзовется в его будущей жизни. Он пишет пейзажи, надо как-то было жить, а папку с любимыми гравюрами закапывает в саду и достает ее только в конце войны в 1944 году. Все гравюры, к счастью, остались в целости и сохранности. Во время войны он пишет несколько масляных этюдов к картине «В душегубку». Это очень сильная, жуткая картина. Сейчас она является собственностью Государственного музея истории Великой Отечественной войны. Ну а после войны он возвращается к теме мирной жизни и начинает работать в цветной линогравюре. Почему цветной? Потому что он очень любил живопись, он очень любил цвет и любил экспериментировать с цветом. Он создает такие работы, как «Жатва», «Уборка льна», «Уборка урожая», «Комвольный комбинат», «Политехнический институт» и свою знаменитую, одну из самых лучших работ «С ночной смены». В 1955 году его награждают бронзовой медалью ВДНХ СССР. Он очень много выставляется, его работы демонстрируются в Минске, в Москве, Ленинграде, в Бухаресте, в других городах, но официально его творчество не признают. Не издается каталог его работ, не отмечается его юбилей, ведь он был на оккупированной территории во время войны, и этим все сказано. Это обидно. Но он спокойно, с достоинством переносит все обиды, он продолжает работать, остается классным художником, потому что с ним его талант, он пишет свой сад, свой дом и свой мир. Мой отец, Антон Бархатков, дружил с Ибрагимом Гимбицким. Мы очень часто ходили к ним в гости. Я помню эти приходы, входили в такой цветущий сад. Очень приятные, тихие люди. Заходишь в дом, висят картины, старинная мебель. У них сохранилась мебель еще, я думаю, дореволюционная. Всегда нас угощали какой-то очень вкусной едой. Походы к Гимбицким — это были ощущения праздника. И я помню, что он все время показывал моему отцу доски. Удивительно много работы. Было видно, что это сумасшедший труд. То есть я стоял, удивился, как можно это сделать своими руками. Теперь я понимаю, что на каждую гравюру нужно было от 6 до 8 досок на разный цвет резать. И эта резьба, это было рукоделие. Они с отцом говорили много о том, что очень трудно жить, что очень трудно заработать. Но при этом, как бы это ни было трагедией, это все равно надо было работать, и видно было, что человек страшно много работает. И многие гравюры я запомнил вот до сегодняшнего дня. Но это были гравюры послевоенные. Когда я нашел папку с рисунками Гимбицкого, это было 2 года назад, обнаружил работы в хутемасовского периода, то есть 20-х годов 20-го столетия. Этот период вообще очень мало еще изучен, и очень мало о нем написано, об этом периоде. Этот период — это легенда вообще мирового искусства. И удивительно, что Гимбицкий в этих работах, он работал именно как композитор. Было такое ощущение, что это художник именно московский. Именно все тенденции, поиск композиционности, смелость какого-то композиционного решения, какие-то необычные упрощение формы. Это было удивительно связано с какой-то московской художественной школой начала 20 века. Гимбицкий делал диплом к Дрыгве Якуба Колоса. К сожалению, ее здесь не приняли, когда он привез эти иллюстрации. Я не знаю, почему ее не напечатали. Но если бы эта книга была издана, это была бы одна из лучших книг белорусского искусства всего. Кроме того, это была бы одна из лучших книг в мире.
потому что она очень близка по духу изданиям Академии 30-х годов. Издание Академии сейчас является библиографической редкостью. Видно, что каждая буква, каждый штрих, каждый миллиметр в этой книге продуман буквально годами. После того, как не была напечатана эта книга, он начал заниматься станковой гравюрой. Но и первые его станковые листы после школы Фаворского – это уникальное явление вообще для мирового искусства. Потому что в маленькой гравюре, это гравюры 20 сантиметров, 25 сантиметров, небольшого очень размера, он сумел достигнуть монументальности. Кроме формального построения композиции, было очень много времени потрачено на духовность, философское осмысление. И поэтому как бы эти гравюры 25 сантиметров, они очень емкие. Один раз посмотришь на эту гравюру и запоминаешь ее на всю жизнь. Этот художник один из лучших художников того времени. Ибрагим Рафаилович Гимбицкий родился 17 октября 1900 года в Минске. Его отец был земледельцем-арендатором. Семья была большая, 5 детей, и Ибрагим был самым старшим. В 1913 году он закончил приходское училище, затем год учился в ремесленном училище, потом работал учеником наборщика в типографии инвалидов, а затем в первой минской типографии. Интерес к рисованию и живописи проявился в 1917 году. Все началось с переводных картинок, а потом с репродукции картин известных и великих русских художников. Почему он стал рисовать, он сам не мог объяснить. А разве все надо объяснять? Разве можно объяснить, почему хочется писать стихи или музыку? Всю жизнь он прожил в Минске, в собственном доме на улице Кальварийской. Здесь никогда не было большого достатка, но всегда было тепло и уютно, потому что была семья, потому что была хозяйка, добрая, заботливая жена Мария Ибрагимовна, сыновья Борис и Ибрагим. В 1961 году Ибрагим Рафаилович тяжело заболел, пиелонефрит почек. И практически с 1961 года он творчески не работал, а в 1974 году, 1 января, он умер. О нем можно сказать стандартную фразу, которую почти всегда говорят об известных и выдающихся художниках. Его творчество – яркая страница в истории белорусского изобразительного искусства. А можно сказать и по-другому. Такого исполнительского мастерства, такой внутренней экспрессии, классического композиционного построения до него не было и после него не было в белорусской графике. Потому что он – это он. Он – Ибрагим Гимбицкий. Все равно
где бы мы не причалили, к островам ли сиреневых птиц, к мысу радости, к скалам печали. Не поднять нам устал